Говорить можно все, что угодно. Я говорю аргументы. Я ни одного слова не говорю. А сейчас, правда, больше разговоров и пафоса. Но у нас есть стойкие убеждения и вера в своих святых. Святых. И вот сегодня они заявляют, что вот эта граница была очерчена святым шейхом Кунта Хаджи. Якобы Аллах эту землю отдал ингушам по фортанге. Да, вот эта земля, это говорит, по фортанге наша. Но фортанга течет ниже еще. Она спускается к Ачхой-Мартану, идет посередине Ачхой-Мартана, выходит на границу, на край Шами-Юрта и подходит к Закан-Юрту и возле него впадает в Ассу. Эта земля тоже наша. А Куатар-Юрта? Куатар-Юрт Хачуа Оза. Она идет в нашу сторону. Она идет в нашу сторону. И начиная от Закан-Юрта, прямая по направлению к Моздоку, это земля ингушей. Если так говорить честно. Тогда давайте мы сделаем так. Если мы слушаемся наших святых, значит мы делаем, как говорили наши святые. Если святые для нас ничто, он все время утверждает, что он ярый приверженец вирда шейх Кунта Хаджи. Никакого вирда у него нет. У него нет никакого вирда. Он, как он любит крестить всех, шайтан. Шайтан, самый настоящий. Вот. И вирда у него никогда не было и никогда не будет. Дальше иду я. Мы в 2003 году, я работал в правительстве. Я работал в правительстве с Русланом Султановичем Аушем. Был заместителем председателя правительства. При Мураде Зязикове я возглавлял отдел муниципальных образований. С ним я работал заместителем председателя правительства, занимался практически всей этой проблемой. Сегодня в республике нет человека более осведомленного, чем я. Если кто-то говорит, что есть, я согласен разговаривать на любой площадке. Мы когда подписывали его в 2003 году, он бывший муфти. Ему все-таки боязно говорить что-то против того, что говорит устаз. И он, когда мы сказали, ну хорошо, если мы говорим с вами, Кунта Хаджи сказал вот так, святой, то значит мы идем к Ачхой-Мартану, спускаемся вниз до Шами-Юрта и потом идем к Закан-Юрту. Это уже прям под Грозным. Вот. Сразу он сказал, мы подписываем землю по устоявшейся сегодня границе. Вот она устоявшаяся граница. Он подписал. По этому устоявшемуся этот дебил с нами, он принял закон. В 2009 году 6 РЗ, чеченский закон, подписал этот дебил. Понимаете? Теперь, значит, он проснулся, и он вспомнил, что он что-то там еще забыл в Ингушетии. В Ингушетии он забыл вон что. И еще он забыл в Ингушетии вот что. Ты ставропольчанин. У Ставрополя мы в свое время возмещение затрат по пригородному району и акинцев, чеченцев, почему-то они их называют чеченцами. Акинцы никогда не были чеченцами. Никогда. Акинцы, для акинца это оскорбление, назвать его чеченцем. Отдали 3 района Ставропольского края. Каргалинский, Шилковской и Наурский. Именно для ингушей и акинцев. И акинцев. Отдали их. Теперь ни одного акинца там нет. И ни одного ингуша там нет. Давайте и туда вернемся. Дудаев закрыл эту тему сразу, как только пригласил нашу делегацию. Ихние священнослужители подняли эту тему, что, мол, вот надо нам поделить землю, установить границы. Повезли отсюда Муцольгова Османа. Один из самых авторитетных наших священнослужителей. Самых авторитетных. Повезли его. Он приехал туда, сел с их людьми и спрашивал. Мы собираемся говорить по шариату, потому что не могут религиозные деятели говорить по другой теме. Это не светские люди. Мы говорим, по шариату, да, по шариату, как 2 брата, когда делятся, вот так пополам делят землю. И Чечено-Ингушетия должна быть поделена пополам. Тудаев его не принял, обругал своих священнослужителей. Зачем, говорит, вы его позвали, если у вас основы, говорит, не было для разговора с ним. И он вернулся обратно. Вот так эта тема муссируется. Сегодня мы согласились с большими уступками для них, для себя мы потеряли большую часть, потому что та часть больше. Та низменная часть намного больше вот этой части. Но здесь сегодня выплыла нефть, и вот весь вопрос вокруг нее танцует. Другого нет. Другого. Поэтому, как вам сказать, меня заставило это сегодня с вами разговаривать, что? Лицемерие наших властей. Народу не говорят правду. Этот народ, вот они стоят. Если бы им правду с первого дня сказали, что вот, мол, ситуация так сложилась, что мы вынуждены отдать и вот эту часть. Вот эта часть, это Сюрий, Цароевские эти земли и другие наших народов земли, народы наши, они тоже потихоньку отползают туда.
Они никогда не принадлежали Чечне, там испокон веков. Теперь мы говорим об этой части Чечни. Вот мне говорят арсхоевцы. У арсхоевцев дорога лежит через Ингушетию. Со стороны Чечни дороги нет. Так кто такие арсхоевцы? Ингуши. Со стороны Чечни дороги нет. Все время в Елхарой дорога идет именно со территории Ингушетии. Я знаю, я говорю пешком. Вот отсюда, вот до сюда я прошел пешком. Вот до Царьгова. Вот так. Пешком. Забивая репера, вынося на карту и ставит все. Вот вам коротко то, что я могу сказать. Мы с вами, если вопросы есть, я могу очень ответить на все ваши вопросы. Уже все сказали. Вы все сказали, вообще не остается. Да. Сэр, вы не дал, хакала хаминя. А, я хочу. Нет,